Книжпогосский район с этого года признан эндемичным по клещевому энцефалиту. Впредь местным властям нужно обрабатывать общественные территории. Акарицидную обработку проведут на 60 гектарах. Это скверы, стадионы, детские площадки, кладбища. Району это обойдется в 770 тысяч рублей. Виктория Палкина прогулялась по безопасным местам. В сквере памяти в центре Емвы всегда можно встретить местных жителей. Ухоженная территория, скамейки, поблизости есть автобусные остановки. Все это притягивает горожан. А теперь это место будет еще и безопасным. Здесь, как и на других скверах и площадках райцентра, проведут акарицидную обработку. Таковы требования ко всем территориям, которые признают эндемичными по клещевому энцефалиту. Сегодня 9 муниципалитетов Коми относятся к эндемичным по клещевому энцефалиту. Сыктывкар, Прилузский, Сысальский, Кайгородский, Усть-Вымский, Сыктывдинский, Усть-Куломский, Карткиросский и Княжпогосский районы. Все медучреждения имеют запасы вакцины и препаратов для экстренной иммунопрофилактики после присасывания клеща. Правда, сами жители Княжпогосского района пока не привыкли к новому статусу, а потому не спешат прививаться от клещевого энцефалита. В списке тех, кто не забывает про вакцину, сотрудники лесной отрасли, спасатели и поисковики. К примеру, в прошлом году в Смоленской области местные членистоногие устроили настоящую охоту на наших поисковиков. Да, кусают клещей. Меня кусали 3 раза в Смоленской области. Буквально в прошлом году 1 раз очередной. И получается, что как-то на одном и том же месте. Вот в этом году мы опять едем туда в экспедицию в августе. А там клещи, конечно, не энцефалит, но очень мало попадает таких зараженных клещей. Ну, как говорится, зачем рисковать? Лучше сделать и быть спокойным. А вот в Коми зараженные клещи встречаются все чаще. Только в этом году в лаборатории проведено 133 исследования. В 7 обнаружен вирус клещевого энцефалита. А вот возбудитель клещевого боррелиоза нашли в 150 анализах. Последние несколько лет чаще всего в клеще на нашей территории, в нашем регионе обнаруживается боррелия. Она бактерия, которая лечится антибактериальными препаратами, и вовремя назначенное профилактическое лечение после присасывания клеща дает нам возможность не развиться инфекции. В этом году за медицинской помощью после встречи с клещами уже обратились 500 жителей Коми. Треть – дети. Уже есть первые госпитализированные. Инфекционисты прогнозируют жаркий сезон по клещевому энцефалиту. А потому напоминают жителям региона о простых правилах безопасности. Защитная одежда, использование репеллентов и самостоятельные осмотры. Виктория Палкина, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.